Здравствуйте. Мы с вами, наверное, начнем. Очень рада видеть вас. Мы продолжаем нашу акцию «Объединяющая сила русского слова». И сегодня у нас в гостях замечательный писатель Александр Снегирев, лауреат самых разных литературных премий, также преподаватель литературного института. И мы сегодня поговорим с как раз вот нашим гостем о том, как он пришел в литературу, что для него такое хороший писатель и так далее. Да? И если у вас есть какие-то вопросы, вы можете тоже их задать, но вначале мы все-таки послушаем. Да? Вот. И просто для затравки первый вопрос, Александр. С чего все начиналось в вашей жизни? Ну, с чего начиналось писательство? Может быть, слишком громкое слово для там маленького мальчика, но тем не менее. И какую роль вот в становлении вас как писателя сыграли библиотеки? Мы традиционно этот вопрос задаем всем нашим гостям. Микрофон, и я его научился включать. Слушайте, спасибо, что пришли, я это очень ценю. Подозреваю, что пришли вы сюда в основном не по своей воле. Наверняка вам как-то... Ну, когда я учился в школе, нас загоняли. Не знаю, как сейчас у вас это называется. Ну, типа загнали. Но я постараюсь, чтобы наш разговор был при этом содержательным и таким неформальным. Так вот, я буду очень рад, если у вас появятся какие-то вопросы любого характера. Не очень понимаю, сколько вам лет. Лет, наверное, 15. Ну, так, в целом. Публика здесь разная. Тут звучали слова «маленький мальчик». Я должен разочаровать, не знаю, кого-нибудь. Когда я был маленьким мальчиком, хотя сложно, я до сих пор себя считаю, в общем, таким не очень взрослым. Хотя, когда смотришь на себя в зеркало, то как-то возвращаешься к реальности. Так вот, я не знаю, насколько вас в целом интересует литература как таковая. Может быть, сегодня в процессе нашей встречи кто-то из вас что-то на этот счет скажет. Подозреваю, что не так много вы читаете бумажных книг. Мы находимся в библиотеке, на традиционном месте хранилища, в таком, где хранятся именно бумажные книги. Но должен вам сказать, что, на мой взгляд и по моему опыту, литература — это вовсе не книги. И даже это не совсем, если говорить о тексте, не совсем электронные книги. Литература — это очень такая широко текущая стихия, как, знаете, как река весной там, во время. Сейчас, может, это такое сравнение не очень корректное, учитывая всякие потопы в нашей стране, но тем не менее литература течет по очень разным руслам, и сегодня литература, конечно, это и сериалы тоже. Я бы даже сказал, что это соцсети, потому что когда мы, например, что-то постим, то это, конечно же, так или иначе проявление литературы. И это интересно осознавать, потому что большинство из нас, в общем, этого не осознает. Когда вы там используете какую-нибудь соцсеть, запрещенную или нет, или разрешенную, то вы фактически занимаетесь литературой, потому что вы рассказываете какую-то историю, даже если вы одно-два слова пишете. Если вы постите какую-нибудь фотку и к ней комментарий, то фактически вы занимаетесь неким синтетическим искусством. При этом вы можете этого не осознавать. Большинство людей этого не осознает. Синтетическое искусство, на всякий случай расшифрую, происходит от слова «синтез». То есть у нас изображение существует вместе с текстом. То есть если задуматься, это очень интересно. У нас в руках очень интересный инструмент в виде телефона, который позволяет нам всем заниматься в широком смысле искусством и в узком смысле, в контексте нашей сегодняшней встречи, литературой. Поэтому вот мое представление о литературе, оно очень широкое, несмотря на список неких заслуг, которые у меня за спиной на стене светятся. Мой взгляд, наверное, не совсем академический на эти вещи. Возвращаясь к вопросу о библиотеках, я должен искренне отозваться довольно тепло. То есть это не потому, что меня тут в библиотеку пригласили, и я должен хвалить. На самом деле это так. В моем представлении библиотеки — это такие, сейчас же это вообще такие места встреч немножко.
Немножко места, где можно в интернет выйти. Когда я подходил к библиотеке, увидел целых 6 запрещающих знаков. Ну, там стандартная собачка перечеркнутая. Я очень люблю собак, всегда к таким знакам отношусь тревожно. Но мне понравился запрещенный скейт. Думаю, как интересно, такие классные ступени, видимо, которые привлекают скейтеров, и чтобы на них никто не прыгал, запретили скейты. Так вот, ну, бог с ним, это такое мое отвлечение. Но, пройдя сквозь эти запрещающие знаки, я себя на них не нашел. Хотя очень люблю собак, с собакой себя пока еще не отождествляю, хотя близок к этому. Вспомнил, как в детстве меня бабушка записывала в библиотеку, но у нее мало было книг, а она почему-то считала, не то чтобы она была читающим человеком, ну, что типа ребенка надо записать в библиотеку. Бабушка мной много занималась. И библиотеки тогда были, ну, это был поздний Советский Союз, они были сугубо таким книжным местом. Никакой техники, ну, вот взял книгу, можно, в принципе, не вернуть. Тогда к этому такое было лояльное отношение. Потом книги вообще стали выбрасывать, до сих пор выбрасывают. Я отношусь к тем людям, которые книги тащат домой. Это очень такое странный фетиш такой. Мне вообще очень нравятся книги, причем не столько читать, сколько, ну, просто. Ну, такой классный предмет. Поэтому, повторяю, библиотеки в сегодняшнем моем представлении интересное место именно с точки зрения такой аккумуляции, что ли, такого синтеза интересных энергий, творческих каких-то встреч, там, не знаю, какого-то общения, места знакомства и все прочее. Ну, по крайней мере, в Москве так. Ну, подозреваю, что и здесь то же самое, потому что пока все, что я вижу, говорит мне именно об этом. Не знаю, насколько вам интересно, почему я стал писать. Подозреваю, что вам это вообще не интересно. Но раз такой вопрос задан, попробую на него ответить. Может быть, это как-то пересечется с вашими личными там, поисками, чем заняться в жизни. Подозреваю, они у вас, может, уже появились и будут вам сопутствовать, надеюсь. Так вот, писателем я не собирался становиться. Я вообще не знал, кем я хочу быть. Я довольно долго учился в художественной школе, закончил ее. И до сих пор занимаюсь изобразительным искусством, графикой. И, в общем, я хотел быть художником. Ну, потом как-то я подзаскучал, потом у меня начались разные работы. Например, так странно получил. В общем, я довольно долго бездельничал. И в курсе на 2-м, на 3-м, когда я уже учился, у моего приятеля институтского был дядя. Ну, у многих из нас есть дядя, но у моего приятеля дядя был бывшим бандитом, и его какая-то любовница работала на телевидении в тот момент. И как-то появилась возможность подрабатывать на канале СТС, когда он только тогда открывался. И там я впервые в качестве какой-то подработки мне предложили писать сценарии для комедийных шоу. Тогда на СТС были шоу, сейчас СТС совсем другой канал. Так вот, с этого и началось. Я вдруг начал писать и почувствовал к этому большое удовольствие. И, ну, как-то то сё 5-10, прошли годы, я обнаружил себя писателем. Совсем не академические вещи, я вам говорю, чему очень рад. Вот такой путь. Поэтому помните, дорогие друзья, о том, что часто, знаете, есть такой фильм, называется «International». Не знаю, смотрели вы его или нет, он не очень популярный, ему лет 10, наверное, уже. Такой боевик, заумный немножко. Там есть хорошая фраза: человека часто приводит к судьбе дорога, которой он от судьбы убегает. Так часто получается, что мы часто повторяю это слово, что мы оказываемся где-то вовсе не потому, что мы поставили себе эту цель. Так сложилось. А порой мы оказываемся где-то, потому что бежим именно от этого места. Вот в моем случае я от литературы не бежал, но оказался в ней совершенно случайно, но при этом чувствую к ней большой интерес. И чувствую, что это именно та стихия, которая позволяет мне получать от жизни удовольствие и, в принципе, делиться им с незнакомыми людьми. Вот. Может, какие-то у вас есть вопросики?
Ну, мало ли, вдруг мой спич вас на что-то вдохновил. Ну, нет, я могу продолжить. Я бы хотела спросить, Давайте. а вот про письма, которые вы получали от Льва Толстого, историю расскажите, пожалуйста. Ой, это смешная история. Да. Мой папа в какой-то момент, ну, решил научить меня читать. И он придумал довольно забавный метод. Нет, там было дольше. Да, там было дольше. Там желание научить меня читать пересеклось с зимним временем года, и надо было как-то меня заставить одевать теплые штаны. Сейчас, в принципе, магазины полны всяких вещей, так в целом. Но в моем детстве, в общем, был дефицит, и, ну, как бы вот, какие есть штаны, такие ты и должен надевать. А мне было год 4, наверное, ну, 5, не знаю, может, 3, ну, какой-то такой диапазон. И штаны, которыми располагали мои родители, для меня были одни, и они были красного цвета. Ну, сейчас как-то и по-разному люди на мужскую моду смотрят. А я в свои 4 года считал, что красные штаны для мужчины совершенно неприемлемые. Вот. Тем более они были шерстяными, такими колючими. С тех пор я, кстати, терпеть не могу любую колючую шерстяную одежду. Вот. И других штанов нет. На дворе зима, что делать, непонятно. Мой папа придумал интересную штуку, связанную с литературой. Он достал с полки книжку. Ну, я, в общем, не понимал тогда, что это за книжка. Книжка была с картинками, и он там открывает на определенной странице книжку и показывает мне. На картинке изображен такой бравый дядька в красных шароварах с саблей в синем кителе. Ну, военный какой-то. Я это не очень понимал. Это потом я узнал, что так одевались. Это была форма алжирских таких зуавов, их называли, которые входили в состав французской армии, воевавшей в Севастополе во время Крымской войны. Но мне этот дядька очень понравился, я, конечно, штаны надел. Они, надо сказать, были не шароварами, а такими, скорее, обтягивающими, скорее, ритузами. По нашим временам довольно экстремистский наряд. И ходил в детский сад в этих штанах и снимать не хотел, даже когда наступило тепло. Параллельно папа решил развить успех и решил, вот, собственно, научить меня читать. У меня был такой ящик с игрушками. И в этот ящик он стал подсовывать письма. И говорит: смотри, тебе пришло письмо от кого-то. Ну, в 4 года, когда ты уже как бы носишь штаны красные, тебя не удивляют письма, которые появляются в твоем ящике с игрушками. Нормальное дело. Одним словом, мы стали разбирать эти письма вместе с моим папой. Ну, его же надо прочитать, это письмо. Чтобы его прочитать, надо освоить грамоту. Ну, так я как-то научился читать и даже писать. А он, мой отец, он, в общем, придумал такую довольно безбашенную вещь. Он писал мне письма, собственно, от автора этой книжки. А книжка была, ну, с которой все началось. Книжка была севастопольскими рассказами, Лев Толстой, с иллюстрациями какими-то, где был этот зуав в красных шароварах нарисован. Да, вот такая забавная у меня была переписка с Толстым. Не знаю, насколько она повлияла. Ну, просто смешной случай. В принципе, это вам может пригодиться. Вдруг вы соберетесь заводить детей однажды, и перед вами встанет проблема, как научить их читать. Когда вы решите заводить детей, может быть, чтение будет все еще актуальным, знание русского алфавита или какого-нибудь еще пригодится вашим детям. И чтобы вот не грузить их такой, знаете, тупой схемой «пора учиться читать», можно придумать какую-то игровую штуку, писать письма от какого-нибудь персонажа, интересующего вашего ребенка, и таким образом научить его или ее читать, или их. Вот. Какой вопрос интересный. Я уж и забыл про этот странный факт собственной биографии. Ну чё, какие-нибудь, может, вопросы у вас есть? О, на последнем ряду есть вопрос. Прошу вас. Да, в 2001 году. Да, спасибо за вопрос. Интересно, в вашем вопросе содержится очень много всего интересного, в том числе
но я пойду последовательно. Как я пришел? Значит, ну я далеко не ходил. Шоу было комедийное, это была лучшая работа в моей жизни. Там работал такой парень, вы его, наверное, уже не знаете, но, может, вы его помните по рекламе стирального порошка «Тогда мы идем к вам». Его звали Володя Тишко. Сейчас есть пародия с рэпером Суперстар, как его зовут? Моргенштерн, да. Это уже не первая пародия. А вот тот был первоначальный. Значит, и он, собственно, прославился больше не шоу, а этой рекламой. А шоу было довольно угарным, называлось «Молодожены». Там жена должна была угадать что-то про мужа, а муж про жену. Ведущий задавал вопрос. Это очень простой формат, очень смешной, определяющий, насколько муж и жена друг друга вообще знают. И в мои задачи входило, я повторяю, попал туда совершенно случайно, но продюсеры шоу как-то почувствовали во мне талант к написанию идиотических вопросов, но очень смешных, у меня очень это получалось, которые очень классно вскрывали суть отношений. И, повторяю, это была очень классная, очень такая интересная практика. А вот эта вот фраза «как я пришел к литературе», она такая немножко... немножечко тяжеловесная, но тем не менее, да, но мы же все куда-то идем. Очень просто. Я в какой-то момент в блокноте, в котором, ну, я вам говорил, что я занимался рисованием, ну, всегда, когда ты рисуешь, всегда таскаешь с собой блокнот, чтобы делать наброски, это классика. И в какой-то момент я стал в этом блокноте записывать вещи, которые мне просто, ну, там, забыть боишься или еще что-то. Ну, что-то записываешь, что-то нравится. И постепенно то, что я записывал, стало превращаться просто в довольно объемные тексты, ну типа в рассказы. И вообще, более того, я вам скажу, что вся литература мировая, я сейчас возьму так, обобщу очень широко и уверенно, построена по этому принципу. Принцип очень простой. Более того, все мировое искусство и вообще вся человеческая деятельность построена по принципу желания пережить, присвоить и поделиться. Вот, допустим, наша встреча. Что-то на ней кому-то из вас запомнится. Или мне, совершенно неважно. Что-то, может быть, взбесит, что-то разозлит, что-то рассмешит. И нам захочется это, ну, оставить как-то в памяти. Ну, вдруг пригодится. Как это сделать? Если мы пишем, ну, если у нас есть к этому склонность. Склонности у нас у всех разные. У кого-то музыкальные, у кого-то какие угодно. У кого-то бизнес-склонности, у кого-то склонности к интригам. Разные склонности. У меня просто была склонность, она и есть до сих пор, к работе с текстом. И я все стал записывать. Ну, все, что мне нравится. Потом вдруг оказалось, я это довольно долго делал, совершенно, повторяю, не планируя публиковаться там или еще что-то. Оказалось, что это, собственно, ну, то, что я пишу, называется вообще рассказы. А я просто пишу, ну, описываю ситуации. Потом, конечно, моя работа стала куда более изощренной и все такое прочее. Я стал писателем. Вот. Но изначально импульс, он прежний. И вообще предлагаю вам, друзья, использовать, не недооценивать практику письма, именно рукописного. Я скажу, может, вещь, которая вас удивит, не знаю, а может и нет, но я до сих пор пишу от руки. Все, что я пишу от руки. Делают это, кстати, не так мало людей, как может показаться. У этого есть очень четкие, абсолютно практического рода причины. Это не какая-то придурь, это не шик какой-то, не склонность к старомодности. Я вам всем советую писать от руки. Ну, что-то, что, по крайней мере, суперценно для вас. Знаете почему? Потому что, ну, это мелкая моторика, это все доказано, это, так сказать, медицинские факты. Когда мы пишем от руки, у нас по-другому работает мозг просто. По-другому мысль поступает как-то к пальцам. И то, что мы пишем иначе, чем мы печатаем на клавиатуре или вообще на тачскрине набираем. Это вообще разные тексты получатся, даже если импульс у вас одинаковый. Поэтому я вам советую в двух случаях, которые как минимум свойственны всем людям, которые вообще никак не связаны с литературой, но вот эти два случая, они присутствуют у всех. Допустим, вам надо написать какое-нибудь обращение в официальные органы. Напишите сначала от руки черновичок.
Это недолго. И я вам гарантирую, у вас текст получится более проникновенным, более содержательным и более интересным. А потом вы его перепечатаете. В процессе перепечатывания, гарантирую вам, вы увидите какие-то плюсы и минусы своего текста и таким образом его отредактируете. А второе, может быть, самое главное, что свойственно рукописному тексту, это психотерапевтические свойства. У всех у нас бывают сложные эмоциональные ситуации. Наверняка вы, я все пытаюсь определить, сколько вам лет, наверняка вы с ними уже сталкивались. И поверьте, чем дольше вы будете жить на нашей замечательной планете, тем больше вы будете знакомы с этой штукой. Как всякие проблемы, с которыми принято обращаться к психологам. Так вот, очень простой способ начать просто писать, если у вас, есть какой-то, я не знаю, страх, паническая атака, тревога, сомнения, да что угодно, любовные терзания. Попробуйте просто вот на бумаге начать писать все, что приходит на ум. Вообще все. Главное, не думайте в этот момент, что вы пишете там, не знаю, рассказ или сочинение, или какой-то доклад. Просто отпустите себя и попробуйте именно от руки писать, повторяю, все слова, которые приходят на ум. Не думайте о содержательности вашего текста, о его цензурности, о его приличности. Просто порвете потом, сожжете и все. Это только для вас. Но поверьте, такая практика заменит вам хорошего содержательного собеседника. Это я вам гарантирую. Психолога, друга. Как в книжке «Остров сокровищ» есть хорошая фраза, там ее произносит Джон Сильвер про ром, по-моему. Нет, не Джон Сильвер, а вот этот Билли Бонс, пират, у которого в начале карта была похищена. Он говорит про ром, про алкогольный напиток. Он был мне и матерью, и женой, и другом. Так вот, карандаш и бумага заменит вам вообще все. Любое общение психолога именно в трудный момент. Но главное, и, кстати, вы столкнетесь с очень простой штукой. Вы поймете, что вы трусы. Вы поймете, что вы трусливы, что вы не можете написать то, что вас реально тревожит. Это интересная штука. Как узнать, что ты трус? Не надо идти ночью на пустырь или на кладбище. Просто попробуйте написать что-нибудь искреннее. Просто что вы чувствуете к своим родителям, к бабушкам, к дедушкам, к своим учителям. Просто попробуйте честно написать на листке бумаги к себе, что вы чувствуете. И вы поймете, что вы боитесь. Кто-то прочитает, а даже если я сейчас это просто разорву на мелкие кусочки и прожую, все равно страшно. Вот так, чтобы не испытывать иллюзий по поводу собственной смелости, собственной особенности. Или подтвердить, кстати, эти ощущения. Потому что если вы справитесь с этим, значит вы не трусы. Но большинство, кстати, не справляется. Это тоже хороший тест. Поэтому литература — это не какие-то, знаете, такие золотые корешки на полках, не портреты великих бородатых предков, которые над нами висят и пугают нас своими огромными текстами, длинными фразами, толстовскими предложениями и всем прочим. Литература, она здесь, сейчас, постоянно с нами. И эти люди, канонические великие писатели, они тоже вполне очень живые существа, к которым, если не относиться как к таким залакированным богам, они покажутся вам вполне себе в чем-то слабыми, в чем-то чрезвычайно тонкими, чувствительными, в чем-то выдающимися, в чем-то с изъянами, но такими настоящими живыми людьми, которые прожили свою жизнь очень, очень острые чувства и очень талантливо передавая свои чувства на бумагу и нам, соответственно. Я не знаю, насколько это останется навеки вечные, но пока человечество будет существовать, эти мысли сокровенные, которыми делятся писатели, они всегда будут с нами. И это очень сильное свойство той стихии, которую мы с вами сегодня здесь обсуждаем. И в храме которой, в библиотеке, мы находимся. Почему библиотеки — это мощная штука. Это такие бастионы, о которые разбиваются волны дикости, варварства и нашей тупости.
Их не надо воспринимать как такие какие-то занудные места. Это очень интересные вещи. Насчет, последний пункт вашего вопроса. Вы перечислили, ну так, условно, жанры. Там первое было слово лирика. Я вспомнил сразу, был такой какой-то антидепрессант, который лет 10 назад продавался без рецептов и, говорят, содержал много чего в себе. Лирика назывался. И фантастика. Ну, вы перечислили некие жанры. Вопрос хороший, скажу почему. Потому что мы привыкли воспринимать искусство, литературу, исходя через призму жанров. Это спорный угол восприятия. Советую вам не смотреть так на искусство и на литературу. Да, прошу вас. Все, отлично, да. Ну, я ни в коем случае на вас это и не переношу, но так размышляю, да. Я занимаюсь, чем я занимаюсь, те книжки, которые я пишу, я, в общем, сам не знаю, как они называются, да, но критики их, как это называется, характеризуют внежанровой прозой. Есть такое направление внежанровая проза. Это не детектив, что еще бывает, не фантастика и не ужас, ну, грубо говоря, не young adult. Это просто проза. Ну, грубо говоря, что писал, кто сейчас на уме у всех? Какой писатель вам на ум приходит? Вам, например. Ну, давайте, смело. Первое, что на ум приходит, неважно. Маяковский. Ну, он скорее занимался, да, поэзией. Ну, вот какой жанр его поэзии? Очень разный. Он даже рекламные стихи писал, в большом количестве, кстати. Ну, как бы вот непонятно. Грубо говоря, если говорить таким простым языком, ну, о жизни писал. О чем? О жизни, о любви, о смерти. Ну, и я вот типа того. О любви, о смерти. Немножко фантастики, немножко смерти, немножко... Как в жизни, короче говоря. Это характеризуется внежанровой прозой. Достоевский, например, все мы знаем, использовал приемы, ну, в своем таком самом хитовом и простом тексте одновременно «Преступление и наказание», схема детективная такая. Ну как бы какой-то детектив при этом, да? Это такой экзистенциальный, навороченный какой-то триллер, наверное. Да и вообще, куда его отнесешь, непонятно. Я уж не говорю о романах, которые за этим последовали. Но он работал с жанром. Вообще, по сути, если разобраться, большие романы второй половины 19 века, в первую очередь русские, да и, в общем, и Диккенса, и Флабера можно сюда отнести, то это, конечно, сериалы. Они написаны они имеют такую композицию. Они выходили не книгами же, они же выходили частями. Это очень интересно, если сопоставить то время и наше, то мы увидим очень много сходств. И придем к тому, что, в общем, мало что меняется только технологические приемы, которые позволяют художникам в широком смысле реализовывать свои фантазии, собственно, с учетом вот этих технологических новшеств. Вообще технология всегда идет впереди, потом приходят к ней уже какие-то идеи, которые за этим следуют. Какие, может, еще вопросы, дорогие друзья, чтобы нам провести это время весело и с пользой? У меня еще вопрос. Прошу вас. С 2005 года вы получаете литературные премии. Вот первая премия была «Дебют». Ну вот вообще, важно ли получать литературные премии? Нужно ли это писателю? Что это дает? Да, премия — это классно, но я получил «Дебют», да, и в самом деле это была такая премия, и она существовала на частные деньги. И существовала еще лет 10, наверное, после того, как я ее получил. Чем она была хороша? Туда мог кто угодно послать просто на e-mail свои тексты. И дальше они как-то там начинали жить, и на тебя могли обратить внимание. И вот как раз тогда я и послал. Там был потолок 25 лет. Мне как раз было 25. Что я хотел сказать? Да, и, собственно, тогда я узнал, что, я, значит, писатель. Раз мне дают премию за литературу, значит, то, что я пишу, это литература. Вот, собственно, тогда, и повторяю, я так как-то задумался.
Наверное, я писатель. Мне было 25 лет, повторяю, потому что вот это важно. От нас все хотят после школы, ну, обычно, да, что-то определиться как-то. Ну, ты определись, там, куда ты пойдешь учиться вообще, что ты будешь делать, дорогой или дорогая. Обычно эти вопросы задаются в конце школы, там. Ну, кто как, кто идет в училище, в колледж, кто там дальше высшее образование получает, кто идет работать. Но как бы в это время, там, в 18 лет условно, от человека в России требуют ответа. Как ты собираешься провести свою земную жизнь? Как ты будешь зарабатывать? Вот, я примерно понял вот в 25. Ну, к тому моменту я там разные перепробовал какие-то занятия, но, повторяю, вот помните об этом, что не надо никуда торопиться. То есть надо что-то, конечно, предпринимать, какие-то поиски осуществлять, как-то себя пробовать, но надо понимать, что жизнь, скорее всего, вас куда-то приведет вот в более-менее осознанном возрасте, а может и позже. Есть куча примеров. Художник Винсент Ван Гог, о котором вы наверняка слышали, более-менее начал, ну как-то так, взялся за рисование. Знаете, сколько лет ему было? 27. В этом возрасте Курт Кобейн уже застрелился. Ну то есть у кого как. Виктор Цой в 26, по-моему, въехал в автобус, да, ну кто как развивается. А это я, видите, ваши музыкальные увлечения меня натолкнули на музыкальные ассоциации, позитивные. К тому, что я это все говорю, к тому, что не тревожьтесь, если у вас в какие-то годы не будет ясности с тем, что вы, вот чему вы хотите посвятить свою жизнь. Эта ясность появится. Главное только, когда она появится, иметь силы ее отстоять перед обществом. Потому что у вас будет, скорее всего, очень много искушений не заниматься тем, что вы на самом деле любите. Ну, потому что это не очень, допустим, удобно вашей семье. Может, приносит мало денег. Может быть, связано с какими-то неприятностями, которые вы можете схлопотать от государства. Ну, что угодно. Может, ваша спутница или спутник вообще увидит вас совершенно в другой ипостаси. И вообще музыка — это шумно. Сделай потише, там, ты чё, ну, как бы, найди себе работу нормальную. Поэтому, когда мы что-то, ну, вот искренне любим, за это обычно приходится бороться. И это непросто. Поэтому имейте в виду, когда вы с этим столкнетесь, помните, что перед вами встанет такой выбор. Это причем любое увлечение. Можно вышивкой заниматься, можно спортом заниматься. Что угодно может вызвать неприятие у окружающих. И поэтому за вашу, что называется, ну, любовь к чему-то придется как-то бороться. К этому надо быть готовым. Вот. Да, кстати, в каком-то смысле да. Да нет, конечно, но это вообще не работа, это непонятно что. Да? Ну, то есть нет, сейчас я там доцент литературного института, это работа. Ну и то, это какая-то, ну, довольно такая скромная зарплата и все прочее. Там все равно кучу всего приходится делать чего-то. Ну, вообще как-то свою жизнь устраивать. А я же, понимаете, с детства увлекся рисованием. Я совершенно не из богемной, из художественной семьи. У меня родители там обычные там, инженеры советские, условно говоря. Но родителям, ну, как-то, ну, увлекся. Но в какой-то момент они такие меня спросили: а ты что, вот, типа, художником, что ли, хочешь стать? А что такое художник? Это вот эти вот все люди, которые пьют, обрастают бородами и вообще как-то плохо кончают обычно. Давай ты хотя бы, ну, займись чем-то смежным, но полезным. Что в представлении моих родителей было смежное с изобразительным искусством, прошу прощения за это пафосное сочетание, ну, с рисованием, но полезным. Это архитектура. В Москве есть архитектурный институт, чрезвычайно престижное место. А попасть туда очень сложно. Я, конечно же, туда попал, благодаря усилиям семейства. Вот. Ну, я его бросил через 1,5 года. Очень рад, что я там поучился. У меня очень хорошие друзья остались. И вообще я люблю стройку. Но это совсем не мое. До этого я умудрился бросить школу, кстати.
Поэтому у меня такая воспитательная речь. В 11 классе я бросил школу, но я сдал экстерном, тогда это было как-то довольно распространено. Но некоторые штуки из школьной программы я просто пропустил, вот, о чем не жалею совершенно. Но как-то вот в чем-то мне удалось себя отстаивать. И я просто, в какие-то моменты я принимал решение делать то, что я считаю нужным. Вот, собственно, это единственный рецепт. Никакого рецепта нет. Есть рецепт сначала понять, что вы любите, что, кого. Это как, знаете, как вы приходите в гости к кому-нибудь, и вас начинают кормить. Кормить едой, которую вы не любите. Такое с каждым человеком хоть раз да случалось. И вот тут вопрос. Или, например, еда может не просто, которую вы не любите, а на которую у вас аллергия, там, не знаю, у вас понос будет, вас будет тошнить, всякое бывает. И некоторые люди, такие, не буду отказываться. Съем. Нехорошо же отказываться. Бабушка расстроится там от того, что я не съем, а тут не знаю, какое-нибудь там, что бывает ужасное такое, жирное. Вот это и в жизни так. Но вы или едите то, что вас заставляют есть, или едите то, что вы реально хотите, то, что вам пользу приносит. Кому что, у кого какие вкусы. И то же самое с искусством, с любой жизнедеятельностью, с отношениями между людьми то же самое, с браком, с отношениями между мужчинами и женщинами. Это ведь схема одинаковая. Все, о чем я здесь говорю, касается абсолютно универсальных вещей. Поэтому в следующий раз, когда вы будете давиться на семейном празднике какой-нибудь невкусной для вас конкретно едой, вы вот вспомните мои слова. Я помню, я в детстве обожал сладкое, например. И помню, в детстве рестораны были чем-то редким. Я оказался в ресторане и вижу что-то очень такое красиво украшенное. Я решил, что это торт. Я схватил, откусил, а это оказался паштет такой украшенный. Вот сейчас я бы с огромным удовольствием, я часто вспоминаю этот паштет, думаю, господи, но почему вот его нет сейчас рядом со мной? А тогда мне это было дико противно. Думаю, какая гадость. Я думал, это торт. А сейчас я, наоборот, на торт смотреть не могу. Поэтому все это меняется, но ясность для самих себя, что вы любите, кого вы любите и вообще, что вы хотите, она чрезвычайно принципиальна. Вот поэтому пишите от руки, потому что в состоянии такого, транса, в который вы можете себя погрузить, когда пишете автоматически все, что приходит на ум, может дать вам ответы на то, что вы хотите. Ведь часто мы не знаем, нам трудно принять решение, поэтому надо, как-то помедитировать, так подумать, остаться наедине со своими мыслями, чтобы понять, что на самом деле ценно для нас в той или иной ситуации. Это очень важно. Жизнь, я не знаю, одна, не одна, сколько жизней мы имеем. Но мне кажется, имеет значение, как мы проживем ту жизнь, которая вот сейчас у нас в арсенале. Некоторое значение это имеет. Чтобы в конце там локти себе не кусать. Ой, а надо было так, а надо было с Васенькой все-таки остаться, а надо было не слушаться там никого. Чтобы вот этого избежать. Полностью не удастся, но все-таки минимизировать. Спасибо за ваш вопрос. Надеюсь, слыша ответ, вы не пожалели о том, что вы его задали. Спасибо на добром слове. Конечно, мы здесь для этого. Страшно. У меня, видите, у меня вообще много страхов. Я довольно пугливый парень. Но в чем-то у меня страхов как бы меньше. Вот в плане там, не знаю, рисования и работы с, литературой у меня страхов нет. Может, потому что я не учился именно писать. Это, кстати, очень важная штука.
когда вы учитесь, вам очень трудно потом избавиться от голоса учителя в себе. А при этом учиться надо. Такой вот парадокс. Поэтому все выдающиеся люди в любой сфере, они сначала учатся, но обычно, а потом преодолевают те знания, которые они получили, и выходят уже на какой-то собственный такой уровень. Это очень сложная задача. Я это вижу по навыкам, которые я получил в художественной школе. Я очень с преподавателями там занимался, серьезно занимался. И у тебя рука просто вводит, грубо говоря, в тебе живет такой поселившийся в тебя твой учитель, такой чужой. Много всяких фильмов существует и книг про то, как в нас кто-то поселился и водит нашей рукой. Старый был фильм «Экзорцист», реально страшный, там у девочки голова крутилась задом наперед. В 1978 году, по-моему, фильм снят, до сих пор жуть. Так вот в каждого из нас, в принципе, кто-то периодически вселяется. Но если не периодически, в каждом из нас живут наши родители, наши, у кого кто, наши страхи, какие-то фобии, наши учителя и прочее. С этим очень непросто обращаться, потому что ты в какой-то момент чувствуешь, что это вот не твой голос, это вот голос кого-то, вот который тебя так когда-то научил, и ты вот это все повторяешь. Что это очень серьезное усилие надо предпринимать, очень неосознанно с собой работать, чтобы это преодолеть. Это очень важно. Поэтому важны некоторые вещи, как бы это сказать, какие-то знания важно игнорировать, какие-то знания важно приобретать. И я периодически боюсь. Я вдруг ловлю себя на мысли, думаю, я ж боюсь. Я вот сейчас, мои какие-то рациональные объяснения того, что я пишу так и не так, они на самом деле сводятся к простой вещи. Я просто боюсь. Чего-то там. А дальше... Очень часто, кстати, вдруг из вас кто-то когда-то захочет попробовать себя в литературе, вы столкнетесь с самым главным страхом, с которым все сталкиваются. Это прямо я сейчас предскажу вам ваше будущее. Это страх того, что скажут ваши близкие. Но это вообще касается любой нашей деятельности. Ваш вопрос, он же отчасти об этом, да, вот как ваши близкие отнеслись к тому, что вы пишете. У меня родители, мамы нет в живых, а отец до сих пор, как-то воспринимают, немножко скептически. Как? Да это все... слушайте, премии по ошибке дают часто, сколько всяких там дебилов премии наполучали. Да и вообще, я когда отправил на дебют свой сборник, назовем это сборником, несколько текстов отправил, я был уверен, что мне ничего не дадут, потому что коррупция аж все своим дают. Какая премия? А потом такой, ого, вот это да, как интересно. А про меня стали думать, он, наверное, как-то проник в жюри, как-то повлиял. Поэтому у нас страхов очень много, и они все понятны. Одним словом, если вы когда-нибудь начнете что-то делать, то вы именно писать. Потому что, скорее всего, все, что вы будете писать о своих близких так или иначе, первые тексты. А когда вы будете писать о близких, вы будете подумать, о боже, а что будет, если они прочитают, они же обидятся. Нельзя же написать как есть, потому что они обидятся. Не комплиментарно человека сфотографировать. Человек обидится, и все. И на этом любые наши попытки быть собой, что называется, ведь это искусство, любое искусство, это наука быть собой. Вот то, что я говорю тут о свободе, о всех таких вещах, это все сводится к тому, чтобы быть собой, чтобы проживать свою жизнь так, как вам предначертано, а не так, как удобно вашему окружению. Грубо говоря, мы живем в квартирах или в домах, где обычно прямые, четырехугольные комнаты. Если посадить растение какое-нибудь, например, в четырехугольной, чтобы плод развивался в четырехугольной коробке, то груша будет кубической, соответственно. Что угодно будет по форме того предмета, который надет на развивающуюся некую структуру. Так и у нас, у всех есть шанс быть такими одинаковыми четырехугольными. Кто-то достигнет пределов стены, кто-то от страха даже и не разовьется особо.
Но в идеале, конечно, это как-то, ну, как-то ветвиться за пределы этой структуры, потому что просто удовольствия больше, просто счастья больше. А если существовать вот, ну, в какой-то такой вот заданной рамке, удобства, заданной удобством неким внешним, ну, типа ты не выделяешься, ну и по башке не получаешь. Ну, как-то, ну, нормально. Ну, в принципе, нормальная логика. Но скучновато. А всегда, когда выделяешься, я имею в виду, ну, любого типа какие-то выдающиеся свойства. Ну, как трава растет, да, дальше приходит газонокосилка, ее косят. И я управляю этой газонокосилкой иногда. Ну, что делать? Потому что мне удобнее, чтобы трава была вот ровной. А траве, может, хочется как-то распуститься. Одним словом, друзья, помните о том, что мы с вами такая же трава. И что, ну, если нас как-то прямо вдохновение распирает, надо бороться за пространство, за жизненное пространство. Это уже какая-то такая геополитика пошла. Я же политолог по образованию, рано или поздно меня должно было на это вынести. Вот. Уж не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, я походу его подзабыл, но он меня подтолкнул на бурные размышления о строительстве, о газонокосилках. Может, еще какие-то вопросы, друзья? Да, прошу вас. Да, давайте сначала вы, да. Угу. Ну, смотрите, когда мы рассуждаем о... вообще, друзья, вы читали, да, вот упомянуты два персонажа, Корчагин и Моресьев. Корчагин литературный, Моресьев исторический. Оба были, так сказать, одновременные или... Да, есть, есть, согласен. Вы, я так подозреваю, не очень в курсе этих имен. Это не упрек. Это скорее говорит о нашей, так сказать, дискуссии. Но это один герой-комсомолец, другой герой Великой Отечественной. Так, в качестве, на всякий случай, ликбеза. Смотрите, когда мы говорим о герое в литературе или в кино, всегда очень важно понимать, что мы вкладываем в слово «герой». У слова «герой» по-русски есть как минимум два значения. Герой — это кто-то, кто совершает героические поступки. Герой — это просто главный герой рассказа, просто персонаж. Поэтому, когда идет речь о том, кто герой сегодняшнего, ну, грубо говоря, кто герой нашего времени, бедный Лермонтов, он, я думаю, не рассчитывал, называя свою повесть, на то, что ее потом название будут использовать как такую кальку для предъяв. Это я не к вам ни в коем случае, но это просто очень распространенный вопрос. И кто герой именно как человек, который совершает какие-то экстра рывки такие, да? Конечно, героев в нашем времени навалом. Если мы обратимся к офигенной, кстати, повести Лермонтова, она немножко воспринимается через призму школьной программы, как такая, ну, что-то обязательное, занудное, к сожалению, как и все, что в школьной программе. А повесть же умопомрачительная, она абсолютно аморальная, она очень увлекательная, она, ну, такая безбашенная, написана с молодым очень таким, в общем, со специфическим отношением к нравственности человеком. Там все мерзавцы в этой повести. Ну, за исключением второстепенных героев, которые смотрят на все происходящее и ужасаются. Ну, и вот говоря просто об этой повести, ведь там все персонажи, они так или иначе являются они отождествляют эпоху. Ну, по крайней мере, так, как ее увидел Михаил Юрьевич. Какой была эта эпоха? Это еще, кстати, интересное свойство литературы. Ведь мы ничего не знаем толком, ну, объективно, о Николаевской России. Эпоха Николая I, да, там вторая половина, середины 19 века. Но все, что мы знаем из литературы или из, ну, архивов, там, писем, литературных источников, но это все интерпретация. А что на самом деле было, ну, мы же не знаем.
Мы можем только предположить. Ну, как мы часто, очаровываясь романом «Война и мир», делаем выводы исторического характера о войне 12 года, например. А у Толстого там много просто умышленных ошибок. И вообще это художественный текст, это не историческое исследование. Это вообще не связано с реальной войной 12 года, кроме как такими общими маркерами, что ли, какими-то. Но это я отвлекся от вашего вопроса, прошу прощения. Одним словом, я не случайно привел в пример повесть Лермонтова, потому что в ней люди ведут себя как люди, очень по-разному. Они способны на низости и на милосердие, и на что угодно. Потому что мы так с вами устроены. В каждом человеке мерцает огромное количество свойств. Мы утром можем быть одни, днем другие, вечером совершенно третьи. И это все может делать один и тот же человек. Есть люди, которые, например, заступаются за права животных. Но вот, к сожалению, надо признать, что Гитлер был вегетарианцем. Ну, как бы, а в остальном, немножко не очень, да? Ну, вот такой, это такое просто, комиксовое сейчас вот сравнение. Поэтому, говоря о героях нашего времени, мне кажется, их очень много, они очень интересные, потому что общество у нас очень интересное, если говорить именно о России. Интересное с точки зрения такой сильного разброса персонажей. Мы вообще живем в какие-то почти античные времена. Вчера, если я не ошибаюсь, или позавчера арестовали заместителя министра обороны. И человек в военной форме, обратите внимание, слушает заключение суда. Это беспрецедентная история, абсолютно античного уровня, я считаю. Вообще страсти, которые кипят, такие масштабные, достойны мифов, уверен, которые будут написаны. И еще важный нюанс. Мне кажется, что, говоря о героях нашего времени, важно точно указывать пол. Мне кажется, сегодня это в первую очередь героини. Потому что в первую очередь, мне кажется, сегодня очень, очень интересны женщины. Они, давно интересны и всегда интересны. Но именно на первый план в социальном смысле, потому что литература, она всегда рассматривает какие-то, и социальные такие интересные ситуации в том числе, выходят все больше женщин. Женщин вообще больше. В нашей аудитории женщин больше, в российском обществе. И в связи с множеством разных событий их будет еще больше. А для вас это не супер радостная новость, я подозреваю, дорогие девушки, на первом, втором, третьем, четвертом ряду. Но вас больше. И на вас, соответственно, больше всего ложится, всяких выборов, ответственностей, всяких ситуаций. Поэтому, говоря о героях, мне кажется, мы должны говорить в первую очередь именно о героинях, именно как о персонажах. И такого всего очень много. Это очень интересная ситуация сейчас. Интересная с литературной точки зрения. С бытовой, может, не очень. А с художественной интересно. Может, у героинь какие-то вопросы еще есть? Да, прошу вас, музыкант с заднего ряда. Да ничего интимного нет, спасибо. Вы знаете, это какая-то моя просто физиологическая особенность. Мне просто очень нравится вообще все. Я не позитивный человек, я как-то мрачный зануда, но я умею радоваться жизни. И призываю вас тоже обладать таким свойством, если его нет, его как-то в себе развивать, потому что вдохновение может встретить вас где угодно и в совершенно неожиданных вообще местах. Важно очень развивать в себе оптику. Под оптикой я подразумеваю умение видеть красоту. Я однажды, с таким, я думаю, каждый из вас когда-нибудь сталкивался. Я забыл, к сожалению, название места. Это Владимирская область. Знаменитая такая деревня. Знаменита она тем, что в ней сохранилось несколько руин дореволюционных роскошных дач. Они в довольно неплохом состоянии, хоть и руины. Заброшены, как часто в России бывает. Стоят такие мини-дворцы. Об этом мало где указано. Но история вот в чем, что мы туда приезжаем и спрашиваем у одного из местных жителей:
а где вот у вас, ну, посмотреть что-нибудь интересное? У вас тут, говорят, вот такие дачи есть. Он говорит, да не на что у нас тут смотреть. Ну вот выйдете на набережную, может там вид, не на что смотреть. А за углом буквально вот эти вот красоты. Это я к тому, что мы часто находимся просто впритык с вдохновением, что называется, с красотой, с чем угодно, с богатством, с едой, и не видим этого. Это мое сейчас размышление, оно не абы какое новое. Это звучит, в принципе, из каждого утюга, наверное, дорогие друзья. Надо видеть красоту, которая перед вами. Однако же, просто вот прикладной такой пример, и таких примеров я могу привести много, когда мы не видим то, что подлинно ценно. И часто это связано с привычкой. Знаете, есть такие тесты, я забыл, как они правильно называются, но когда ты смотришь на картинку, и там написано, на этой картинке там 5 зайцев, например. Ты не видишь ни одного. Дальше как-то надо настроить зрение, ты видишь одного зайца, другого с трудом. Если всех 5 увидел, вообще молодец. Но вот наша жизнь устроена точно так же. То есть все зайцы перед нами, но мы смотрим привычным глазом на реальность, и поэтому не видим ее. Не видим много интересных, ценных вещей. Ну, как есть звуки, например, которые человек не слышит просто. Они звучат при этом. Это не мистика, не магия. Так устроены, например, отпугиватели для мышей. Может, вы знаете, ультразвуковые они, по-моему, называются. То есть реально есть звук, но вы его не слышите, и я его не слышу. А бедная мышь слышит, ей этот звук неприятен, и она бежит подальше. То есть мы находимся в мире, который пронизан вполне себе осязаемыми физическими явлениями, и которых мы просто не видим. И, конечно, круто научиться их видеть. Ну, не знаю, как слышать звуки, может, и не надо слышать звуки, которые предназначены для мышей, но видеть какие-то штуки, которые привычный наш замыленный повседневностью глаз не позволяет нам увидеть, это ценно. Вот вдохновение в таких вещах. Знаете, вчера иду около у вас рядом с собором строящимся. Там такая, ну, стоит изба, видимо, дом предназначен для священника. И там 3 дерева, каких-то плодовых дерева, они покрашены сейчас в белый цвет. Очень красивый такой ритм. 3 дерева, темный дом. И я решил сфотографировать. Андрей говорит, что ты фотографируешь? Андрей Геласимов, с которым мы приехали. Я говорю, а вот деревья симпатичные. Я фотографирую. Мы смотрим на фотографии, видим, что там мы просто не заметили, идет женщина с ведром, с полным. И я говорю, какая примета хорошая, классная примета. Дама с полным ведром. К чему я все это рассказываю? Это пустяк, но просто если бы я не сфотографировал эти деревья, я бы не увидел женщину с ведром. Я как человек суеверный увидел женщину с полным ведром, так обрадовался. Вот такая цепь событий. Это же, в принципе, вдохновение. Да, такой не самый увлекательный пример. Ну, что делать? Может, еще какие-то вопросы, друзья? Ну, многие из них часто и меня могут вполне научить, потому что они осознанно. Я вообще удивляюсь каждый раз, думаю, ого, вот им там 19, 20, 21 год, и они уже там 3-й год знают, что они будут писателями. Я в это время вообще не знал, что я хочу и как вообще. И я только 1 институт бросил, во 2-й пошел, и, не знаю, я думаю, может мне петь тогда вот, может я буду петь. Ну, остается только слух как-то обрести и голос. Вот. А они уже все знают. Поэтому они многое сами понимают, они очень осознанные такие люди, но таким вещам, мне кажется, учиться нужно всегда. Это скорее такая практика, которая, ну, как зарядка, грубо говоря, которую всегда надо делать. Нельзя вот ее сделать какое-то количество раз, и все. Поэтому скорее обучение, которое мне кажется продуктивным, любое, оно заключается в постоянном диалоге, в постоянном таком взаимном, ну, как бы подпинывании таком, ну, в хорошем смысле. И, ну, и работа, постоянное написание каких-то текстов. Вот. Но студенты классные сами по себе, они же очень, повторяю, осознанно пришли, поэтому, в общем, ну, много что понимают. Интересно. Годятся мне в дети, очень странное ощущение.
такие уже большие, и кошмар вообще. Ужасно. Очень быстро летит время. Ну что, вы устали уже? Хватит? Нет. Вот наверняка вы... А так бывает в жизни. Только во вкус вошел, уже спать хочется. Вы сталкивались с разными отзывами о своих произведениях. Вот как вы воспринимаете вообще отзывы? Вы их читаете, следите за этим? Как вы относитесь к отрицательным, каким-то негативным там высказываниям? Я решил, я заглянул в телефон, я не отвлекаюсь, не думайте. У меня тут есть, перед тем, как ответить на вопрос, у меня тут есть такой, я люблю собирать разные интересные цитаты. Ну, всех вообще, всех на свете, писателей, философов, не знаю, из фильмов. И подумал, может, вам что-то зачитать, может, зачитаю, поэтому открыл файл. А отзывы — это всегда очень вдохновляет. Это разочаровывает, вдохновляет в широком смысле, к слову о вдохновении. Это разочаровывает, думаешь, ну что же за тупые люди такие, что же за дебилы, чем вы читаете вообще? Или наоборот, думаешь, о, как интересно, тебя не просто поняли, а тебе даже объяснили вообще, что ты написал. Вообще, если вдруг кто-то из вас, дорогие друзья, захочет стать критиком, неважно каким, литературным, музыкальным, кино, театральным, вообще для критиков огромный простор. Есть куча вещей, которые можно критиковать. Так вот, даже социальные службы, городские, не знаю, власти. И имейте в виду, что всегда, когда вы что-то критикуете, ну в таком в широком смысле, не ищете недостатки, а разбираете как бы, то вы можете выйти на очень серьезные смыслы, которые неизвестны автору. Грубо говоря, вы критикуете дом какой-нибудь построенный, и вы можете много сообщить архитекторам, строителям и всем прочим, кто с этим домом связан, потому что часто, когда ты что-то делаешь, ты некоторых вещей не подразумеваешь. А их видят именно в процессе уже, что называется, критики, разбора. Театральный режиссер может много узнать от критика о своем спектакле, потому что какие-то вещи делаешь на интуиции, а тебе критик говорит, а у тебя тут вот такие вот аллюзии, такие параллели, и вообще какой интересный смысл. На этом, кстати, построена часто тема школьных сочинений. Что хотел сказать там, кто там что хотел сказать? Там все что-то хотят сказать, я удивляюсь. Что хотел сказать Толстой своим произведением? Да ничего он не хотел сказать, он просто его распирало от идей. Он хотел ими поделиться. И он, как любой медиум, когда ты занимаешься такими вещами, ты, медиум, конечно, ты часто не знаешь того, что ты хочешь сказать, ты просто это говоришь. Поэтому Толстой, когда говорят, что хотел сказать Толстой, хотят сказать пропагандисты. Есть такие писатели, которые конкретно хотят что-то вот сказать. Это обычно связано с пропагандой той или иной идеи. Идея может быть любой. Или хотят сказать авторы, там, я не знаю, инструкции для бытовой техники. Это тоже конкретно, вот они сообщают, как пользоваться утюгом. Но если этого не скажешь, и в самом деле, можно же ошибиться. А когда вы занимаетесь таким серьезным художественно-философским высказыванием, вы до конца сами не знаете, что хотите сказать. У вас есть, конечно, там какие-то примерно наброски, планы и задачи, но по ходу дела вы можете вырулить на удивительные вещи. Это, кстати, очень похоже на военные стратегии, когда вы можете что угодно запланировать. У Суворова на этот счет много высказываний. А дальше вы сталкиваетесь с реальностью и уже начинаете в ней существовать. А реальность всегда отличается от того, что вы планировали. Искусство, литература очень на это похожи. Поэтому хотели сказать одно, а говорим совсем другое. Но не в том случае, но не как я. Я вот что хочу, то и говорю. Я имею в виду сегодня. Хочется еще цитатой с вами поделиться. Какой-нибудь. Которая может вам, не знаю, пригодиться или понравиться. А вот, например, был такой писатель, нет, это я, наверное, попозже скажу сейчас. Этим интересно подвести итог будет. Кстати, есть такой интересный, такой он бизнес-автор, он биржевой брокер. Наверняка, может, вы слышали книжку, называется «Черный лебедь».
Это не художественная литература, это про... Ой, я не знаю, как правильно назвать. Ну, короче, про деловые всякие дела. Автора зовут Насим Талеб. У него последняя буква «Б», Талеб. Он ливанского происхождения, живет в Штатах, ну и занимается... Он бизнес-консультант, что-то такое. И он очень интересные книги пишет о различном прогнозировании, о вообще таких делах, связанных вот с бизнесом и политикой. И у него, например, есть любопытное высказывание такого рода. Если слишком долго смотришь на карту, можно перепутать карту с реальной местностью. Интересная мысль, очень философская, в чем-то коррелирующаяся с моими предыдущими высказываниями. Мы часто путаем теорию с реальностью, а это две очень большие разницы. Это, к слову, кстати, о героях нашего времени, о том, что хотел сказать автор, вот обо всех таких штуках. Еще вот прочту вам напоследок цитату, если найду. Цитату. Вот прекрасная арабская поговорка. Нельзя жевать чужими зубами. Это не скажешь людям с имплантами или со вставными челюстями, конечно. Но при этом важная штука. Это, к слову, об опыте. Если вот что-то не переживешь, ну, вопрос, можем ли мы чувствовать вещи, которые не пережили сами? Можем ли мы вот жевать чужими зубами? Да? Другой вопрос, что я здесь представляю литературу, которая как раз и позволяет пережить чужой опыт. Поэтому такой, может, спорный момент, но пословица интересная. Давайте завершать, наверное. Или вы хотите задать еще какой-то вопрос? Завершать, правильно. Герой нашего времени говорит о завершении, 1:15, хорошее время для того, чтобы поставить точку в сегодняшней встрече. Спасибо большое, что пришли. Пока. Спасибо большое. Спасибо большое за поддержку. И у меня еще один вопрос. Давайте. Вот мне всегда интересно, как они заныли такие. Когда человек выбирает псевдоним, Да. перед вами Алексей Владимирович Кондрашов. О, это хорошее завершение. Александр Снегирев, как бы писатель. Все это время с вами говорил другой человек. Кто вам больше нравится, Александр Снегирев или Алексей Владимирович Кондрашов? Очень интересно, что вы все тут говорите с отчествами. Как я чувствую себя в отделении полиции. Мне нравятся оба. Это хороший вопрос, потому что он очень хорошо проиллюстрирует рассуждение о смелости моей. Я взял псевдоним, когда отправлял свои рассказы на тот самый дебют, который здесь упомянут был. И я, знаете, почему взял псевдоним? Потому что я испугался. Я увидел их сайт. Надо сказать, что сайта давно не существует. И подумал, что я наверняка не получу никакую премию, но мое имя всегда будет на этом сайте, потому что они вывешивали списки претендентов. И это заставило меня просто сходу придумать себе просто другое имя. А судьба сложилась так, что это имя принесло мне удачу. Уж я не знаю, что принесло мне удачу. Живу с двумя именами. Но пока психику удается держать в порядке. Спасибо большое еще раз. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Библиотеке. Спасибо большое, было очень интересно, я думаю, всем. И у нас традиция, да, мы берем автографы, у нас есть закладочки. Для тех, у кого нет Отлично. закладочек, вы можете подходить. И у нас будет автограф-сессия, пожалуйста, подходим. Это совсем не обязательно, но охота, подходите. Спасибо, что пришли, друзья. Удачи в жизни. Это не обязательно, Господи.